Аԥсны Жәлар инхо-рзы иҳамоуп иуеиԥшым ушьҭа зыхьӡ ҳараку, зыхьӡ ду артистцәа, иуеиԥшым амузыкалтә агәыԥқәа аҳәанырцәтәи арахь ргаара, аԥхьара раҳҭоит, насгьы ҳара ҳуаажәлар ирымоуп алшара урҭ рзыӡырҩра, рырбара. Сынтәа убас иҳаӡбеит Аилахәылаҟа Афон, аԥхьара ирнаҭеит амузыкалтә гәыԥ фонограф џьаз бенд захьӡу анапхгаҩы Сергеи Жида. Аилахәылаҟа Афон азы уи даараӡа акраҵанакуеит, избанзар ҳара иҳамоуп алшара, есышықәса абас еиԥш иҟоу акультуратә программақәа, аконцертқәа реиҿкаара. Сергей Сергеевич, вы второй раз в Абхазии, да, если я не ошибаюсь? Ну, не первый раз не в первый, Абхазии. если не четвертый или не пятый, или не шестой, не седьмой. Я могу предположить, что вы подружились с абхазским зрителем, слушателем? Ну, я на это надеюсь. С концертами мы, по-моему, третий или четвертый раз. А так я часто сюда приезжал просто к друзьям. У меня здесь много друзей. У меня здесь одноклассник, с которым мы учились вместе с первого класса, Халваш Батал. И мы с ним сидели за одной партой, за последней, прошу учесть, да. И все его друзья теперь мои друзья. И вот совершенно точно я могу сказать, что второй раз мы приезжаем сюда со своими собственными концертами. Один раз мы были в рамках фестиваля Хиблы Герзмама, который тоже мой большой друг. И вот этот момент организации наших собственных концертов, он достаточно такой непростой момент, потому что мы, в отличие от многих других коллективов, не имеем никакой государственной дотации, поддержки, у нас нет никакого финансирования. Это коммерчески достаточно, так сказать, сложное мероприятие. И второй раз с нашими концертами нам здесь помогает компания «Аквафон» и лично Алхас Аргун, за что я ему очень признателен. Зритель, он везде одинаковый или он разный? Если есть вот такое понятие, абхазский зритель, он какой? Зритель везде хороший. И на наши концерты приходят наши зрители, мы это чувствуем. У нас не просто концерты, мы стараемся всегда делать, я всегда стараюсь делать такие концертные программы, которые имели бы общую такую концептуальность, чтобы у них было вступление, интро, развитие, кульминация, окончание. И вот сегодня одна из таких программ. Сегодня будет такой, я бы сказал, музыкальный спектакль на музыку Битлз. И между номерами не будет никакого конференции, я буду молчать абсолютно, ничего не буду говорить. Просто будет нон-стоп идти произведения, они будут отбиваться светом, ну, аплодисментами, я надеюсь. И это вот как раз в жанре такого музыкального спектакля. И, соответственно, когда ты выстраиваешь вот такую концепцию, либо вот как сегодняшняя программа, как музыкальный спектакль, либо просто концертная программа, то, в принципе, ты понимаешь, в какой момент должен быть тот или иной взрыв, так сказать, эмоций и, соответственно, прошу прощения, шквал аплодисментов, на который мы всегда надеемся. Вот. И обычно в этих местах все и происходит. Вот. Но вчера в Гагре происходило прямо, ну, немножко зашкаливали децибелы, да, люди там были очень активны. Надеюсь, сегодня будет тоже, и мы ждем этих мест, и ждем реакции зала. Если, так сказать, это все произойдет, я надеюсь, что так и будет, значит, мы, так сказать, свою работу выполняем неплохо, так скажем.
Добрый вечер. Очень рады сегодня быть в вашем замечательном городе Сухуми. И здесь такое прям настроение праздничное какое-то, боевое, не знаю. Мы приехали сюда с очень хорошим таким настроем. Особенно обрадовали, ну, в хорошем смысле, весь город заклеен афишами в этот Битлз, я же просто... Мы с Киблой давно хотели сделать совместную программу, и совсем недавно, в мае, был концерт «Два портрета Киблы и Гизма». Он проходил в Государственном Кремлевском дворце. В первом отделении у него был академический репертуар, там сумасшедшие арии какие-то пел, я вообще не представляю как. А во втором отделении мы делали такой концерт, состоящий из нескольких блоков. Это был эстрадный блок с замечательными песнями «Беловежская пуща» Александры Пахмутовой, «Весна идет» Дунаевского. Потом был блок как бы джазовый, где была Сумита вместе с Ларисой Долиной. Потом была «Fly Me to the Moon», оркестровый такой вариант. И был абхазский блок национальный, где мы исполняли песню «Аскале» и «Схарузе». Вот. И в общем и целом это такое тоже концептуальное отделение, на мой взгляд, получилось. Там, как я уже сказал, была в гостях еще Лариса Долина и Лайма Вайкуле. С Лаймой Вайкуле они пели тоже совместную песню. Мне кажется, очень такое мощное получилось отделение. Его снимали. Надеюсь, скоро покажут по телевидению. Кибла Герзмава, дорогие друзья, замечательная певица, великолепная женщина, великолепный организатор. Все благодаря нее. И мы решили приготовить для сегодняшнего концерта одну специальную песню, которую могут спеть только эти два замечательных исполнителя. Итак, специальная песня. Ласус голошоит, шагас хуцровалузей, амачрсей пшус чалашоит, шагаула шарузей, бзиузбой тишпазури, уахажас ямузей, уджисим харьябасфари, ишсо хараис хараузей. Бабышца, шириша ипшцарзе, схана кустар бхзла бызбой, шаха бабла шарзе, зия бызбой тиш пазури, ваха хешас ямозе, бачисим харья басхари, иш сабхара ис харозе. Вот в сегодняшнем концерте Милена Барцец. Милена Барцец, да. Дело в том, что с Миленой мы познакомились на «Голосе». Она очень талантливая, перспективная девочка. Она
Мы подружились плотно. Она уже второй, даже, по-моему, третий год занимается в моей творческой студии, которая в следующем году уже будет школой. Она занимается вокалом, сценой движения. И когда мы поняли, что в Абхазии мы повезем именно эту программу, я помню, что Милена пела одну из песен Битлз, и мы решили сделать вот такой вариант, ее постараться, так сказать, аккуратно сюда внедрить. Я думаю, что нам это получилось. Она появится в песне в середине второго отделения, и затем она появится в окончании этого отделения. Я сейчас готовлюсь к новым концертам и к новым проектам на Муз-ТВ. Сейчас я после концерта в Сухумах 24 утром улетаю, и у нас репетиции 25-го съемки первого тура. Я также занимаюсь в студии «Фонограф» Сергея Сергеевича, учусь в музыкальной школе, вот, и в общеобразовательной. Ты будешь петь джаз, ты готова свою жизнь связать с джазом? Да, я буду петь джаз, мне нравится этот стиль. Я пока не очень определилась с тем, что буду петь его всегда, но мне здесь комфортно, мне нравится. Вы пробовали абхазскую кухню? Ну, я всегда пробовал абхазскую кухню. Я пробовал не первый раз. Тут еще, помимо абхазской кухни, главная достопримечательность – это абхазские вина, абхазская чача. Я вот сколько лет сюда езжу, пытаюсь выговорить одно абхазское слово. Мне кажется, оно получается. Называется голубь. Сейчас я попробую. Ахо. Нет? Не получается? Я еще раз давайте. Ахо. 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 Да? Ахо. Вот сейчас это получилось? Да, получилось здорово. Если наша работа, так сказать, все больше и больше, что называется, проникает в массу, нам это очень приятно. И спасибо, что люди к нам приходят. И приходите, и дальше мы будем стараться готовить все новые и новые программы. Спасибо. Спасибо большое. Табуб. Абзерас. До свидания. И табуб. Обязательный атрибут летнего досуга, приятные музыкальные вечера, наконец, с нами. Сегодня это «Фонограф», уже второй раз в Абхазии по приглашению нашей компании. Мы очень рады этой возможности, такого прямого общения с командой «Фонографа». «Фонограф» — это настоящий бренд Первого канала. Что бы я сейчас ни сказала о маэстро Жилине, этого будет мало. Главное, что мы хотим ему сказать: спасибо за эту энергетику, которую он подарил вчера в Гагре, сегодня здесь. Это замечательная возможность прикоснуться к высокому искусству. Мы благодарны Сергею Сергеевичу. Будем надеяться, что эти встречи будут регулярными.